Если придет гибель, выпустят меня. Ты больше никогда не увидишь моих слез. Вы приехали издалека увидеть тебя. Оказывается, ты обыкновенный, как все. Да что же у меня особенного? Это я убил твоего сына. Закон гор гласит. Не будет больше крови на этой земле. Кто это сделает, пусть найдет меня в горах. Не бывать смертям больше. Я отменяю кровную месть. Поворачивайте коттедж в село! Вдруг все случилось неожиданно. Огонь охватило все с неба вокруг. Он ничего не смог сказать. Бедный отец. Как он смотрел. Подумать бы на миг, что пришлось ему пережить после попадания молнии в хижину. Ночь, он один в горах, а рядом труп отца. Как он смотрел. Отца больше нет. Отныне ты моя опора. Ты же Уба. Запомни. Запомни последние слова отца. Умрешь.
не хочу знать. Из этой глубокой депрессии ему помог выйти только чувство. Чувство к дочери соседа. Чувство, которое возбудил в нем страсть юности, страсть первой любви. Мама. Я люблю шах. Мать, услышав об этом, сразу поняла, Уча Мирхана? насколько безнадежно стремление сына. Она хорошо знала семью, самой влиятельной в округе, которую растили единственную дочь. А я поступлю как орел. Я поступлю как орел. Мать понимала, как он наивен и как трудно его переубедить. Но она все-таки ему рассказала, что орлам красиво летать приходится иметь дело с дохлятиной. И не дай Бог, они заразятся от этого. Тогда их ждут бесславная смерть. Есть дохлятина. О чем ты, мама? Здравствуй, Шахар. Я сегодня поднялся на ту скалу Орлов. Что ты там делал? Я поднялся туда, чтобы сорвать для тебя этот цветок. Зачем это, Буба? Я хочу маму завтра послать к вам. Зачем? Надеюсь, ты не против. Получив согласие девушки, ему казалось, что мир у него в руках. Отныне все будет течь, как полагается. Мама, мама! Ты знаешь, какие у нее глаза? Как она на меня посмотрела! Иди к ним! Я же ей сказал, завтра пойдешь свататься. Ну что ты, сынок? Мы же с тобой об этом говорили, ну... Мама, она на меня как посмотрела. Самое главное, как посмотрят на это вы родители. Пусть они на меня смотрят. Ты же знаешь, в каком состоянии мы оказались после смерти твоего отца. Я хочу этого дня. Я хочу твою свадьбу. Ты это понимаешь, сыночек ты мой? Ты думай обо мне. Я ее согласие получил. Иди получи согласие ее матери. А с отцом я сам поговорю. У матери другого выхода не было. Она прекрасно понимала, что ее ждет. Но где-то в глубине души надеялась, что все это сойдется, возможно, она ошибается.
Здравствуйте. Здравствуйте, соседка. Проходите. Даже не знаю, как сказать. Слушаю вас. Меня послал мой сын. Буба? Мой сын Буба. Он просил передать, что хочет жениться на вашей Шахе. Какое счастье. Я хотел бы узнать ваше мнение. Мнение? Какое может быть тут мнение? Знаешь, соседка, я слышала, ваш сын трудолюбив и... Ну что вы можете дать моей дочери? Что? Я не удивлена. Да. Это не мой выбор. А он хотел стать портным. Знаешь, Саркуш, давай забудем наш разговор. Про Орлов тоже. Мы же с ним говорили о Дохлятине. Если придет гибель моего сына из-за этой любви, ты больше никогда не увидишь моих слез. Мальчик вовсе не был воспринимать отказ, причем в такой форме. Той же ночью он без единого шума оказался в комнате, где спала девушка. Только оказавшись рядом с ней, он отошел от своей ярости
и начал размышлять. После долгих размышлений он передумал красть ее. Потом он расскажет друзьям, которые его ждали, что он осознал здесь главное. Человек должен уметь любить ближнего и проявить этого. Ему никак нельзя было не подводить маму, не обижать любимую. Но он принял это решение, что он будет до конца идти как мужчина. И с этого момента у него начался путь, которому он следовал до конца его жизни. Этого парня зовут Буба, отец перевода с лезгинского. Он родился в 1870 году в селении Кири Киренского округа. Ему не было суждено стать отцом, но целый народ его воспринимал как отца родного. Думаю, причиной этого являлось то, что он воплощал в себе нравы тех лет, он соблюдал неписанные законы гор. В представленной серии раскрыто через его жизненное осознание один из этих законов – любви ближнего. В следующей серии сюжетная линия будет построена в другой ценности «Не спутайся», которая не потеряла своей значимости и сегодняшний день.